2-1,5 назад мы пересмотрели свою концепцию нашего учреждения совместно с Институтом гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера. Мы разработали концепцию и пришли к выводу, что помимо того, что мы вплотную работаем именно над танцевальной культурой коренных малочисленных народов Севера, над пластикой, мы решили, что надо шире охватить. То есть мы же, хотим мы этого или не хотим, мы обязаны показывать все, не только хорошие стороны, все чаяния и проблемы малочисленных народов, проживающих на местах. Вот. Только пластикой не обойтись, это обязательно драматургия, посредством языка. Мы стараемся озвучить, какие-то акценты сделать именно на те проблемы, которые у нас есть. Конечно, постоянно у нас спрашивают наши зрители, почему у вас всегда такие спектакли печальные, да? Мы говорим, что мы не целенаправленно этим занимаемся, но мы именно посредством наших спектаклей хотим озвучить какие-то проблемы и найти какие-то пути решения. Ну и чтобы наш зритель ушел с мыслью какой-то в голове определенной. Вот помимо хореографии мы сейчас языком занимаемся. Вот и в синтезе пластика и язык больше эффект производит на зрителя. Это точно. Это какая-то вообще новая эстетика. Да, это мы думали буквально также года 2 назад, думали, как мы должны двигаться, как направление какое-то, потому что, как мы все прекрасно знаем, у нас есть наши столпы, да, это Сахакадемический театр, драматический театр. Когда такое разнообразие в нашем городе, в республике театров, мы должны были все-таки подумать над нашей сильной стороной. И мы пришли к тому, что надо это синтезировать, сильную сторону подчеркнуть, хореографию, пластику. И мы сейчас делаем акценты, играем спектакли на языке оригинале. То есть, буквально с прошлого года, с середины прошлого года мы представили премьеру спектакля на закрытии республиканского Сахалонхо на эвенкийском языке. Но так как это театрализованное представление, площадное действие, там все было записано, голоса и пение, да? И буквально в октябре-ноябре 2025 года мы на своей площадке у себя представили спектакль по либретто Василия Егоровича Харисхала «Легенда о девушке Стерхе Гасахунат». Получается, в 2014 году наш главный режиссер нашего театра, ныне покойная Матрена Владимировна Корнилова, она начала из хореографов делать драматических артистов. То есть она к этому очень с большой подготовкой подошла. Да, этот спектакль мы выпустили с элементами эвенкийского языка, то есть, опять же, песни, там все было у нас записано. И мы его в прошлом году, получается, переработали. У нас по капитальному возобновлению этого спектакля был назначен режиссером наш артист, отличник культуры Александр Алексеев. Полностью переделали и выпустили спектакль на эвенкийском языке. Мы уже все решили, что теперь у нас будут спектакли на языке оригинале. И в этом году, понимая, что мы такие большие себе цели, задачи поставили, наше министерство, правительство нас поддержало. И буквально пару недель назад премьеру нашего спектакля посетил курирующий заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия Сергей Васильевич Местников и вручил нашему театру сертификат на 1 миллион рублей, чтобы мы выпустили спектакль на эвенском языке. То есть это уже, получается, мы за 2 года уже на национальном языке 2 спектакля выпустим. Это тщательная работа с консультантами, культурологами, чтобы
спектакль, наш продукт вышел качественный, чтобы прежде всего он понравился зрителям. Мы планируем выпустить спектакль «Кыз Хадар» одноименный, то есть спектакль ставится по легенде тюгасирских эвенов. Они у нас проживают в Эвено-Батантайском районе. Вот. Каждый житель района с детства знает эту легенду. Вот. У нас, получается, вышел спектакль по этой легенде «Кыз Хая», режиссер Роман Дорофеев. Мы поставили буквально пару лет назад на якутском языке. Зрителям понравилось, и теперь хотим, чтобы они послушали свою родную речь. Вот. И обязательно, почему работа с консультантами, потому что у нас же проживают эвены, эвенки, ну, по территории республики так обширно они проживают, да, и разные диалекты у всех, вот, и мы должны и над диалектами поработать. 5 февраля нынешнего года мы подписали соглашение о сотрудничестве с Федеральным институтом родных языков. То есть мы все это, ну, к этому прям очень осознанно подходим, чтобы это было не так, что, ну вот смотрите, мы подписали соглашение, а именно, чтобы более углубленно над материалом работать. И мы уже работаем со специалистами, прям чувствуем поддержку публики, да и за пределами нашей республики, чтобы зрители могли слышать, что есть такие народы, есть такой богатый у них свой язык и своя богатая культура. В классе, наверное, постоянно пели там эвенкийские песни пели. Например, я по телевизору постоянно видел на НВК Саха там разные песни бывали. Ну, эстрада это понятно, да, но бывали интересные там, типа, я когда-то услышал Тымкыль, как пели. Называется «Приглашение к танцу», оказывается. А так там интересная музыка была. Но она у меня больше всего в голове сидит. Тымкыль, Анастасия Афанасьевна приезжала. Она нас учила, кстати, да. Ставила нам песни там на юкагирском. Потом, когда я музыку начал писать, я не сразу этническую писал, а там просто всякое разное писал. И в последнее время, в последние годы вот этническую пишу музыку. Ну, сложно назвать это прям этническое, но просто по-своему передаю то, что на современный лад. Типа того. Они живут в мире, где каждый звук — это голос духов. Вообще у меня уже была картинка в голове, как это, что сделать. Мне просто подкинули там идеи, я их тоже реализовал. А так в целом уже в голове как будто бы была картина, как все должно звучать. Практически все, вся музыка там написана с первого раза. То есть не было то, что я что-то переделывал. Такого не было. К сожалению, зал зрительный небольшой, 70 посадочных мест.
Благо, мы очень благодарим за это наших зрителей. Зал всегда полный, у нас есть свои постоянные зрители, приходят, конечно же, носители. У нас очень много разных общественных организаций. Это наша ассоциация коренных малочисленных народов Севера, ассоциации конкретно по народам. Есть у нас Северо-Восточный федеральный университет, есть отдельная кафедра. И зрители у нас, конечно, есть постоянные, но радует, что каждый раз с премьерой нового спектакля контингент зрителя расширяется. И к нам очень много приходят, мы благодарим, отдельную благодарность выражаем, студенты Северо-Восточного федерального университета. В республике очень много учатся студентов из Китайской Народной Республики. А как мы все знаем, там проживают тоже и венки. Вот. И они с таким большим энтузиазмом, с интересом приходят на наш спектакль. А представьте, наш зал 70 посадочных мест, придет там хоть полкурса, у нас зал практически полный. Вот поэтому зрители у нас разных национальностей. «Белая волчица» по Николаю Курилову. Мы его изначально, Матрена Корнилова поставила его на юкагирском языке. Ну, 1-2 раза собрали, но потом зрителей все меньше и меньше стало. Даже вот звонят к нам на телефон и спрашивают, на каком языке будет спектакль. Ну, действительно, надо признать, если человек не понимает языка, то чуть-чуть сложнее воспринимается материал. Вот поэтому... И, каждый раз после таких звонков мы начали задумываться, как быть, переделывать спектакли на якутский язык, на русский язык. Потом, как я уже сказал, мы старались сделать на хореографию акцент, чтобы язык был, но хореография дополняла, и чтобы зритель мог это понять без перевода. Вот и так мы проработали, но сейчас... современные цифровые технологии развиваются. И вот благодаря нашим друзьям, коллегам, Театру юного зрителя Республики Саха-Якутия, с их поддержкой они нам уже буквально в течение 2 сезонов безвозмездно дают в аренду оборудование для синхронного перевода. То есть мы имеем возможность играть на языке оригинале, но в то же время у нашего зрителя есть перевод. И благодаря этому синхронному переводу очень стало приходить гости нашей столицы, начали посещать наш спектакль. Изначально, да, действительно, у нас есть выпускники хореографического училища, колледжа ныне, да, колледж культуры и искусства имени Аграфены Дмитриевны Макаровой, выпускники Артистского государственного института культуры и искусств,
Есть выпускники Восточно-Сибирской государственной академии культуры и искусств. И вот наши ряды пополнил уже профессиональный драматический артист Уйгу Семенов. Он закончил Щепкинское училище, институт заслуг нашего первого режиссера. Как она наших первых артистов зарядила, настроила, как они должны подходить к драматической роли. Действительно, для хореографа это сложно, драматически, да, и оно драматическое ремесло, оно такое, что никогда не перестаешь развиваться, надо все время учиться, развиваться, вот. И наши уже первые артисты передают понимание, отношение именно, как работать в драме, как работать над своей ролью, вот. И вот один из первых артистов, вот уже Климент Николаевич, уже наш художественный руководитель. Вот, Юлиана Харлампиева, уже балетмейстер-постановщик. То есть преемственность есть. И благодаря этой преемственности молодые артисты перенимают. Это очень важно. А если бы там какой-то разрыв был, то, наверное, сложнее было бы. Пожелаем, Василий Романович, вашему молодому коллективу творческих успехов, новых идей. Ну, мы знаем, что у вас прекрасные вот фестивальные именно постановки. Так что желаем вам всего-всего наилучшего. Спасибо большое. Будем стараться работать для нашего дорогого зрителя. İstanbul, Simbil Bey'in kurdu. Olur gemeğinleri gösterine. Bastı uçak bana bunu olup görele. Ben onu, gülükler doydularken. Kim tektesirdir bekke. İğnelmi gele, yüce tavalak çilektek. Bastı gemeğini de gastan. Mahmut'talan, Üngür'tan, tuttar derinler, mühektar, doğatan, üdemine yıgın gülükler doydularken. Северяне же, они же дети природы, да, вот, всю жизнь кочевав, да, кочующий народ, постоянно с оленями. И это, само собой, когда ты видишь природу, вот весной, когда природа оживает, зимой наоборот, какая другая, да, история. Вот когда ты видишь все это, вот, и ты, как северянин, ты сливаешься с природой и вместе с природой вот уже как бы танцуешь. Потому что с каждым изменением времен года, да, как будто бы природа танцует. Вот я вижу вот так вот всегда. Природа танцует. Когда вот прилетают чайки, утки, лебеди, журавли, когда олени бегут, это для меня все эти звуки, да, вот, шорох листьев, да, вот, хорканье оленей, крики чаек, всегда переплетаются в какую-то музыку, а от музыки уже, само собой, что делает? Идет движение, да, то есть тело начинает, хочешь, не хочешь, танцевать. И вот откуда берется танец? Вот именно от природы. Потому что северные танцы — это, по сути, имитация, подражание природы, животных, птиц, всего, реки, да, воды. Вот для меня вот так вот, ветра, северного сияния. Ведь реально же смотришь же вот, ночью, северное сияние, оно что делает? Само собой, оно танцует. А как превратить его в человеческое движение человеческого тела? Это же для обыденного человека вообще непонятно, как это. Ну, как? Ну, конечно же, для каждого имитационного, подражательного танца, движения, танца, то есть соответствуют определенные движения, да, то есть, а как именно, ну, это нужно как-то характером показать, да, характером танца, то есть, чтобы люди поняли, что вот это вода, да, а это северное сияние. То есть придать каждому движению свой характер, да? И тогда уже понятнее, вот, как зрителю, обычному зрителю, это уже понятно.
Ну, если речь идет о птицах, то там уже сразу понятно, да, что вот, руки превращаются в крылья, какими-то имитационными выкриками. Животных тоже легче показывать, гораздо легче. Но, само собой, вот, чуть-чуть труднее, наверное, вот в плане воды, в плане северного сияния, в плане звезд, можно сказать. Но если мы зрителю подаем, что это танец именно северного сияния, то уже зритель начинает уже по-другому смотреть вот это вот на танец. Если мы скажем, что это танец про северное сияние, зритель будет воспринимать вот так вот. Хореография — это такая вещь, которая с каждым разом, с каждым годом, можно сказать, да, идет вперед. И мы, само собой, мы не хотим отставать, но при этом всегда мы держим то, что нам оставили наши предки, да, то есть, да, исконные, вот это вот, мы с трепетом относимся к каждому движению, на самом деле, и каждому народу, который проживает здесь у нас в Якутии, что к эвенам, эвенкам, долганам, чукчам, юкагирам. И мы работаем над тем, чтобы люди и другие ансамбли, да, которые вот здесь у нас в республике, да, и за пределами республики, чтобы они знали, как правильно все это делается, как правильно танцевать, как правильные шаги. Потому что иногда бывает так, что такой информации нет, в принципе, большой информации. Нигде не найдешь там в интернете, да, что вот, допустим, есть более 300 круговых танцев у эвенков. Об этом нигде не написано. Да? Это знаем только мы. Вот, те, которые изучали это, да, вот. В том числе наш художественный руководитель Леонид Николаевич Черемкин. Да. Когда этот огонь, на обряд огня, кормление огня. Ага. И он созывает народ для перевода в арте. Там есть «Давайте, юкагир, народ, то родились один» в конце. Вот на гастролях, да, встречаясь с носителями, с культурологами, и все-таки находя какие-то, вот как даже маленькие записи где-то, это в музеях даже есть, и оттуда мы уже берем, изучаем, и это мы распространяем. Но при этом, да, конечно, нам еще и интересна танцевальная культура и других народов, не проживающих у нас в Якутии. Это Камчатка, да, Чукотка. И вот в ближайшем будущем, вот я сейчас сотрудничаю с руководителем ансамбля «Эльвель». Это итальянский ансамбль, очень уникальный. Их очень мало в состав их, но при этом они держат вот ту аутентичность свою. И мне стало это очень интересно. И вот сейчас мы уже готовим танец, для начала танец. Я очень надеюсь, что осенью этот танец выйдет.
и в музыкальном сопровождении, и в движениях. Лидия Кранидовна ее зовут. Она будет мне помогать. И вот пока что в таком направлении мы будем работать. В плане того, что вот не только с народами, да, которые проживают здесь, но и над постановками танцев других коренных малочисленных народов. Ну, спасибо большое. Пожелаем вам творческих новых успехов.